Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о страшной аварии в Альметьевском районе. Не принял мер к остановке транспортного средства, в результате совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. Пассажир легковушки сгорел после столкновения с грузовиком. Еще 3 человека серьезно пострадали. Покажем, как горела квартира на 12-м этаже дома на улице Альфии Авзаловой в Казани. Мы поехали. И племянница говорит: ваш дом горит. И что считают причиной возгорания? Либо они курили, либо курок залетел. Опять неизвестно. А также крупная авария в Лаишевском районе и мгновенная расплата за нарушение правил движения в Казани. Я двигался по своей полосе, просто передо мной резко человек развернулся. «Шкода» несколько раз перевернулась после попытки водителя развернуться через двойную сплошную линию. Вы как, не пострадали? Нет. Профиль вас ударил? Берите камеру. Это и не только. Прямо сейчас. Больше 100 человек эвакуировались после сработавшей пожарной сигнализации в одном из домов на улице Альфии Авзаловой в Салават-Купре. Многие о пожаре узнали в общедомовом чате в мессенджере и тоже поспешили выйти на улицу. На 12-м этаже открытым пламенем полыхал балкон. Экстренные службы вызвали тут же, но пожарным осталось только пролить очаг возгорания. С пламенем жильцы подъезда справились своими силами. Мы поехали. И племянница говорит: ваш дом горит. Как узнали о пожаре, все собрались на улице. Кто был в этот момент дома и кто не был. Я была у детей и просто увидела в чате дома, что пишет, что пожар, что все быстренько выходили из подъезда, убирали машины. Вот, прибежал. Жильцов 3-го подъезда эвакуироваться заставили сработавшая пожарная сигнализация, дым и запах гари. Задымление было, сирена была. Выйдя на улицу, увидели, что полыхает балкон на 12-м этаже. Помогите, кричали. Дом новый, построен всего несколько лет назад. На каждом этаже по 2 пожарных гидранта. Соседи тут же, размотав рукава, бросились к погорельцам. Эту квартиру снимают 2 парня. В момент возгорания были дома. Они не пострадали. Огонь на балконе потушили своими силами до приезда пожарных. Правда, один из гидрантов, находящийся практически напротив квартиры, не работал. Спас второй, что подальше. Посмотрите, к чему нам готовится, мы под ним живем. Затопило? Балкон заплавал, сейчас на кухне пошло. О причине возгорания у соседей была только одна версия. Либо они курили, либо курок залетел. Опять неизвестно. Соседи друг друга почти не знают, но рассказывают, квартиросъемщики не курят. Курят в квартире над ними. И причиной считают брошенную сверху непотушенную сигарету. Точную причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям. Площадь уже известна – 2 квадратных метра. Вероника Гайнудинова, Константин Пушуев, «Вызов 112». Пассажир «Грант» заживо сгорел после ДТП в Альметьевском районе. Недалеко от села Русский Акташ водитель грузового ЗИЛа собирался развернуться. Сзади него ехал «Лексус». Чтобы уйти от столкновения с многотонником, водитель иномарки стал сворачивать левее, задел ограждение и выехал на встречную полосу. Мужчина за рулем «Лады Гранта», которая ехала за ним, избежать столкновения с ЗИЛом не смог. Оба автомобиля сразу загорелись. Из легковушки очевидцы вытащили 3 человек в тяжелом состоянии. Водители, 2 пассажира «Лады» госпитализированы. Еще 1 пассажир скончался на месте. Данные водителей и пассажиров уточняются. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются. В Агрызском районе родители пытались скрыть причину смерти своего 8-летнего сына. 12 августа они принесли тело своего ребенка в Красноборскую больницу и сообщили, что он умер, неудачно упав с крыши сарая. Полицейские опросили свидетелей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что тем самым они пытались уйти от уголовной ответственности. Оказалось, что ребенок погиб в ДТП. Следователи установили, 2 семьи выехали в деревню Мадьяры на отдых. Нетрезвые 32-летний мужчина решил покатать своего племянника на квадроцикле, но в один момент не справился с управлением, и маленький пассажир оказался под транспортным средством. От полученных травм он скончался на месте. В итоге уголовное дело в отношении водителя все же было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств». «Шкода Октавия» перевернулась после столкновения с «Фордом Мустанг» на улице Назипа Жиганова. По словам очевидцев, водитель первый решил развернуться через двойную сплошную линию, но при этом не постарался, чтобы запрещенный маневр был хоть чуточку безопасным. Через мгновение в «Шкоду» врезался «Форд», а «Шкода» кубарем полетела к обочине. Водители лишь чудом не пострадали после такого сильного столкновения.
Я двигался по своей полосе, просто передо мной резко человек развернулся. Как рассказал водитель Форда «Мустанг», он двигался по крайней левой полосе улицы Назипа Жиганова. Перед ним других машин не было, но неожиданно дорогу перегородила встречная «Шкода», водитель которой стал разворачиваться через двойную сплошную полосу. Я пытался уйти от столкновения, но... Скорость примерно какая была? 76-77. Через мгновение «Форд» врезался в бок «Шкоды». От удара чешский седан кубарем полетел в сторону, несколько раз перевернулся и остановился на крыше. Лишь чудом никто из водителей не получил серьезных травм. В автомобилях сработали и подушки безопасности. Свою вину водитель «Шкоды» признал, но комментировать произошедшее не захотел. Вы как, не пострадали? Нет. Кровь у вас ударила? Берите камеру. Со слов потерпевшей стороны, «Форд» он купил 1,5 месяца назад и даже насладиться им не успел. Ущерб оценивает примерно в 1 миллион рублей и не знает, есть ли смысл его восстанавливать. Место ДТП разбитые автомобили смогли покинуть только на эвакуаторе. Рания Абдрахманова, Нафиса Минязова, Адель Миндубаев. Вызов 112. 5 человек пострадали, а 1 из них в тяжелом состоянии. Это результат столкновения грузовика и «Шевроле» в Лаишевском районе. Удар был настолько сильным, что многотонник вылетел с дороги и остановился, только врезавшись в дерево. А иномарка практически превратилась в груду искореженного металла. Автоинспекторы устанавливают причину произошедшего. Проезд на красный свет стал причиной столкновения 3 автомобилей на перекрестке улиц Боруди и Серова в Казани. Как рассказали водители, ехавшие по улице Серова, им загорелся зеленый. Несколько автомобилей уже проехали перекресток, как вдруг слева по улице Боруди на перерез потоку выехала женщина-водитель «Ситроен». Сначала в левый бок красного автомобиля врезалась Kia, а затем и БМВ, ехавший по соседней полосе. Люди в аварии не пострадали. Водителю Kia Sportage стало плохо в вечерний час пик прямо за рулем на перекрестке Ямашева в Казани. Неуправляемый автомобиль вылетел с дороги, снес несколько секций ограждения и остановился на тротуаре. В другие машины он не врезался лишь чудом. Вскоре водитель пришел в себя, госпитализация ему не понадобилась. 12-летняя пассажирка Mitsubishi пострадала в результате столкновения с «Шевроле Нивой» и УАЗом на улице Айдарова в Казани. И «Шевроле», и Mitsubishi были припаркованы у обочины дороги. УАЗ их протаранил на полной скорости. Затормозить водитель внедорожника не успел. Пострадавших могло быть больше. Основной удар пришелся в автомобиль, в котором никого не было. У нас вообще тут не было, машин стояла просто. Вернувшись к автомобилю, его владелец увидел нерадостную для себя картину. «Шевроле» была разбита и сзади, и спереди. УАЗ влетел в нее на всей скорости, сильно смяв заднюю часть и толкнув автомобиль на припаркованный впереди Mitsubishi. Там, в отличие от «Шевроле», сидели люди. Ну, влетел в «Шевроле Ниву» и потом уже в нас. Ну, хорошо, что как бы она как буфер сыграла. Потому что если бы ее не стоял, потому что там никого не было. Серьезнее, наверное, гораздо. Вину в столкновении водитель УАЗа признал. Он один находился в движении и рассказал, что не справился с управлением на рельсах, выступающих над проезжей частью. Пытался перестроиться, потерял управление, и вот его занесло. В результате столкновения пострадала 12-летняя пассажирка Mitsubishi. Она ударилась лицом, получила ушибы и ссадины. Врачи осмотрели, оказали ей помощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. 2 мужчин, одному 24 года, другому 31, задержали полицейские рядом с лесопосадкой на улице Васильченко по подозрению в хранении наркотических веществ. Стражам порядка показалась странной их прогулка поздним вечером в безлюдном месте, и молодых людей решили проверить. При виде сотрудников патрульно-постовой службы они выбросили на асфальт сверток, который, вероятно, за несколько минут до этого достали из тайника. Задержанных доставили в отдел полиции, а вещество в свертке отправили на экспертизу. И после получения ее результатов будет приниматься процессуальное решение. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.